История независимости Казахстана берет свое начало с образования казахского ханства. Касым-хан расширил территорию ханства, а Хакназар утвердил и восстановил ее в прежних границах. Не счесть батыров, защищавших нашу необъятную степь от врагов. Выдающиеся личности, последователи идеи национальной независимости, основали Алаш-Орду. Ыбырай Алтынсарин открывал школы, обучал грамоте. Мы – граждане независимого государства. У нас есть своя конституция, флаг, гимн, герб. Мы свидетели зарождения нового Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил этот год годом детей. Будущее страны в наших руках. Привет, друзья! Всем привет! Это программа «Всем блесме». В каждой программе мы рассказываем о выдающихся и интересных людях. Сегодня мы познакомимся с человеком, который всегда на страже нашей безопасности. Сегодня мы проведем день с главным спасателем страны. С чего начинается День министра ЧС? Иногда делаю зарядку, иногда ленюсь откровенно. Какие приметы есть при посадке на вертолете? Господин министр, вертолет подготовлен, экипаж к полету готов. Командир вертолета Базаров. Добрый вечер. Примите гостей. Конечно, примем. Какие животные могут быть спасателями? Запускать. За сколько секунд пожарные собираются и выезжают на вызов? Так они быстро собрались, я даже моргнуть не успел. Твоя мама посмотрит и скажет, так же должен в школу собираться. Быстро-быстро. Друзья, за ответами мы отправляемся в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Так что садитесь ближе к экрану. И мы начинаем! Алима, а я давно мечтаю стать спасателем. Но для этого нужно быть сильным и смелым, а ты еще маленький. Ну, сильным я стану, когда вырасту, а смелый я уже сейчас. Ребята, оставайтесь с нами. Пойдемте и узнаем все об этой профессии. Пошлите, друзья. Вау, круто, да? Добро пожаловать в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Здорово! Пошлите. Пойдем. Пошлите. У нас пришли наши гости, насколько я знаю, Айбар и Алим, да? Да? Добрый день. Меня зовут Здравствуйте. Юрий Викторович, министр по чрезвычайным ситуациям. Прошу. Сейчас вы что обсуждаете? Какие вопросы? Ну, сейчас мы провели совещание, связанное с прохождением паводкового периода. Ну и вот за сегодняшнюю ночь у нас в 3 регионах произошло подтопление домов и проведена эвакуация жителей в безопасные места. Сколько сотрудников в министерстве и спасателей на службе? Более 23 тысяч человек по всей территории Казахстана, которые проходят службу в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Прошу прощения, у меня первый вице-премьер на связи. Да, Роман Васильевич. А вы сами часто летаете на вертолете? Не боитесь? Ну, все зависит от чрезвычайной ситуации, но иногда в год до нескольких десятков часов налета бывает у министра. Так круто. Ну, ваш первый полет. Да. Вот, знакомьтесь, наш вертолет Ми-8 АМТ, который позволит нам сегодня совершить облет, ознакомление с ситуацией. Господин министр, вертолет подготовлен, экипаж к полету готов. Командир вертолета Базаров. Добрый вечер. Примите гостей. Конечно, примем. Господин министр, какие приметы есть при взлете на вертолете? Ну, при полетах в любом случае мы стараемся соблюдать такую традицию, что перед вылетом не надо фотографироваться на фоне воздушного судна. Есть такая примета. Не знаю, откуда она пошла, честно говоря. Когда будем взлетать, звуки громкие будут? Ну, довольно-таки громкие, но этот вертолет новый, у него дополнительно введена система шумоизоляции. Ребята, сейчас мы взлетим на вертолете. Пожелайте нам удачи. Да, друзья? Вот мы с вами прибыли на территорию части пожарной, которая дислоцируется в городе Нур-Султан. Это гараж для дежурства пожарного подразделения. Это Огромный гараж. Пожарная часть. Это боевая экипировка пожарного, специальные костюмы, которые защищают его от высокой температуры, в том числе от влаги, воды.
шлем, защищающий от падения различных конструкций, предметов. Дополнительно кругом, разумеется. Это у него дыхательный аппарат, который непосредственно дышит в зоне задымления он сам, кругом. И дополнительная маска для спасения, в том числе детей, взрослых, если потребуется помощь. Вес аппарата 12 килограмм на нем. Плюс амуниция непосредственно, плюс одежда. Вот он килограмм под 20 на себе носит. Расскажите нам о своем карьерном росте. С чего вы начинали? Ну, прежде всего, я поступил в Алматинское общевойсковое командное училище в 1985 году, закончил. По распределению попал служить в Московский округ, прослужил там. Потом перевелся на территорию Украины, служил уже в штабе гражданской обороны с 1992 года. Это уже первая, так сказать, моя встреча и работа в области ЧС. И с 1996 года на различных должностях я проходил службу здесь, в Казахстане. Был заместителем акима города Алматы, государственным инспектором. И с 2016 года я находился в структуре должности замминистра внутренних дел, курировал вопросы ЧС. И вот в 11 сентября 2020 года, после образования министерства, указом главы государства я был назначен министром по чрезвычайным ситуациям. Вот в нашем спортивном комплексе, где у нас имеется вся база для подготовки различным видам спорта. Вот с правой стороны как раз, посмотрите, что это такое? Медаль. И кубки. И кубки. А за что их дают? За победу? За победу? Точно. Это достижение нашей команды именно города Нур-Султан в различных соревнованиях. Это первое место. Это второе. Ой, а тут не написано. Это за разные Это- турниры. Да, это за волейбол. А когда ваш рабочий день начинается? Ну, каждый день у меня практически в 7 утра я уже нахожусь в кабинете. В 6 утра я, соответственно, поднимаюсь, встаю. Иногда делаю зарядку, иногда ленюсь откровенно. И с 7 утра я начинаю уже заслушивать доклады своих подчиненных и докладывать руководству страны о той обстановке, которая у нас произошла. Особенно, когда напряженные ситуации возникают, связанные с возникновением ЧС, тогда, соответственно, приходится иногда и раньше на работу приходить. Вот президент, он вам в этом году какие задания дает? Ну, прежде всего, глава государства, наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, периодически заслушивает министра о деятельности нашей министерства, о работе. Нам поставлены задачи это провести модернизацию, перевооружение. Кроме этого, мы сейчас проводим по поручению главы государства работы по укреплению защищенности мегаполиса города Алматы. Это строительство селезащитных сооружений, таких как вот на Медееву, когда ездили, плотины видели. Да. Мы сейчас строим 2 таких плотины, это Аксай и Висай, и оперативно реагируем на чрезвычайные ситуации. Особенно сейчас с весенним периодом мы практически постоянно докладываем руководству страны о тех работах, которые выполняются, и тех проблемах, которые возникают. Какие цели и задачи на сегодня стоят перед Министерством чрезвычайных ситуаций? Перед министерством, прежде всего, задачи стоят предупреждение чрезвычайных ситуаций с целью недопущения. Мы проживаем с вами в Казахстане, на территории которого возможно все чрезвычайные ситуации природного характера, которые есть в мире, за исключением это происхождение вулканов и прохождение цунами. Остальное все у нас присутствует, к сожалению. Вау! Не так уж страшно, оказывается. Когда сильно жарко, открываем даже окна. Как? Йо, круто! Страшно? А? Ой, не ври. Вы садитесь сюда. Хорошо. У вас вообще есть время на отдых? Например, на рыбалку, на охоту. Да. Но, к сожалению, так это не для красного словца. Я уже 3 года не был в отпуске. Просто физически не получается. Хобби, ну, я бы не сказал, что это хобби. Ну, люблю рыбалку, но очень редко, к сожалению, получается это делать.
Ну, вот это вот один из автомобилей высокой проходимости. То есть очень эффективно зарекомендовал себя за счет больших колес. Можно сесть и за руль, и за пассажирское место, пожалуйста. Давайте я за пассажирскую, а ты за руль сядешь. На такой машине не страшно по городу ездить, да? Да. Сіздермен бірге мен Алима және Айбартан Мұрат. Так, ну и как впечатление? Отлично. Отлично. Да. Круто. Ну. Сейчас мы с вами заходим в наш манеж, где Круто. стоят в строю наши чемпионы, в том числе чемпионы Казахстана, чемпионы мира по пожарно-спасательному спорту. У нас есть мужская, женская сборная, есть юниор. И вы сейчас посмотрите, какие упражнения ребята выполняют. Ну и попробуйте свои силы. Давайте. Давайте сначала посмотрим. Вначале посмотрим. Так, пожалуйста, покажите нам. Я испугался. Ого, кошеньки. Как далеко вылетал этот вертолет? Сегодня или вообще? Вообще. Ну, вообще дальность полета вертолета с дополнительными топливными баками достигает до 800-900 километров. В прошлом году по поручению главы нашего государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева мы оказывали гуманитарную помощь Турецкой Республике в тушении пожаров на берегу Средиземного моря. Мы совершили сами перелет, который составил более чем 4000 километров с дозаправками. Поэтому вертолеты этого класса зарекомендовали себя очень положительно. Экипажи отработали очень хорошо. И нареканий, только слова благодарности со стороны, в том числе, властей Турции за оказанную помощь со стороны Казахстана. Вот как раз кинологи, что вы спрашивали. Позвольте погладить? Сколько команды не знает? Ну вот мы сейчас как раз и проверим, как они работают. Два контейнера. Учебное место называется «Выборка». То есть в одном контейнере лежит человек, то есть это искомый запах, а другой контейнер пустой. То есть собака должна найти и обозначить лайн. Запускай. Ищет. Сколько таких собак? Сколько кинологов? У нас собак около 100 штук по всей республике. Вот мы вышли. Апорт! Вау. Он сейчас подбежит, поиграйся с ним. За веревочку дергай. Собака сильнее тебя, Алима. Иди. Извините, вот только что я увидела девушек, точнее, сборная. Получается, они тоже могут быть спасателями. Когда я стану взрослой, я тоже могу быть спасателем. Ну, это действительно действующие наши сотрудники, которые проходят службу в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, но на различных должностях. Кто-то дежурный телефонист, кто-то непосредственно психологи работают. То есть это действующие наши сотрудники. И если ты захочешь быть сотрудником министерства, когда вырастешь, только будем рады видеть тебя в наших рядах. Если бы я был спасателем, у меня была бы своя летающая машина. Я бы летал над городом, помогал бы всем, кому нужна помощь. А если бы я была спасателем, у меня была бы волшебная палочка. Она бы превращала злодеев в добрых и милых эльфов. От ее прикосновения все вокруг становилось бы веселее и краше. Вот бы такую палочку. А еще я хочу плавать как рыба, летать как птица, бегать как гепард, прыгать как кенгуру. Я бы первым приходил на помощь, был бы самым быстрым, крутым, ловким, смелым спасателем. А я бы могла уменьшиться или увеличиться в размерах и пролазить в любые щели или забираться на любые здания. А у меня была бы супер ракета. Я бы за считанные секунды приходил на помощь. А у меня было бы... Это помещение дежурного. К ним поступает информация о возгорании. Как вы подаете сигнал при чрезвычайных ситуациях?
собрались, я даже моргнуть не успел. Твоя мама посмотрит и скажет, так же должен в школу собираться. Давай. Хотим вручить вам на память о сегодняшнем проведенном мероприятии в нашем спортивном зале вот такие рюкзачки, которые мы готовили для гостей чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, который проходил в прошлом году у нас здесь в Казахстане. Здесь есть такие символы. Это сайгачата, которые являются символами чемпионата. Здесь есть кепки, майки, поэтому это теперь вам напоминание о времени, проведенном вместе с нами в наших стенах министерства. Спасибо огромное. Какие чрезвычайные ситуации бывают чаще всего? Больше всего у нас, к сожалению, пока пожаров. Именно пожаров в домах, в которых, к сожалению, в том числе гибнут и маленькие дети. Вот Страшно. с помощью Акимата открыли аллею спасателей. Мы считаем это нашим местом, где приходят и отдать дань уважения тем спасателям, которые во время несения своей службы профессиональной, к сожалению, погибли. Поэтому профессия спасателя, она очень рискованная, почетная и опасная. И в честь них как раз здесь стоят постамент. Я хочу вам сказать спасибо за сегодняшний день. Желаем вам крепкого здоровья, побольше удачи и поменьше чрезвычайных ситуаций. Вы для нас настоящий герой. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Подвиги совершают наши сотрудники. Так что желаем вам удачи, Спасибо. успехов. Главное быть хорошими нашими гражданами нашей страны, хорошо учиться, иметь крепкое здоровье. И всегда мы ждем вас в гости. Удачи. Вам тоже. Надеюсь, наши любимые зрители, вам понравилось так же, как и нам. Следующая программа будет такой же яркой и познавательной. Не пропустите! А если у вас будут вопросы, пишите нам на эту электронную почту. Всем пока, друзья! До встречи, друзья!